Галина Иннокентьевна, добрый день. Добрый день. Завершилась весенняя сессия Государственной Думы, и завершилась она знаковым событием — встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Что сказал глава государства на этой встрече депутатам? Что вам больше всего запомнилось, что вы отметили для себя? Самое важное то, что сегодня было обозначено президентом на данной встрече. Ну, во-первых, встреча происходила в Кремлевском зале. Присутствовали все фракции, партии и, конечно, и весь состав депутатского корпуса. Первое, что Владимир Владимирович обозначил, он поблагодарил все-таки депутатов за ту ответственную работу, что работа была проведена на высоком уровне и в непростых условиях, особенно вот в последнее время в непростых условиях. Такое мероприятие, оно проходило впервые, и это, конечно, подчеркивает значимость работы Госдумы и тех задач, которые нам предстоит решать как бы вместе. Вот в своем выступлении Владимир Владимирович, конечно, отметил то, что мы выступаем в единстве всех фракций Государственной Думы, смогли по важным решениям, которые касаются развития страны, поддержки и защиты прав жителей нашей страны, принимать совместные консолидированные решения. И было также отмечено, что достаточно серьезно мы были сосредоточены на тех моментах, что, в общем-то, это несколько раз Владимиром Владимировичем было озвучено о том, что нужно принимать законы, которые будут иметь прямое действие для того, чтобы не принимать по истечению определенного времени подзаконные акты, и закон, который принят, подписан президентом, и он не может в полной мере работать, потому что для него требуется принятие подзаконных актов. Это также отмечено было президентом Российской Федерации. Конечно, вот те законы, которые принимались оперативно в период пандемии коронавирусной инфекции, они были связаны с поддержкой экономики, в первую очередь связаны были с поддержкой детства, материнства, семьи. Эти вот законы принимались очень оперативно, и это президентом также было отмечено. Также президент отметил то, что были внесены поправки в Конституцию, и очень много было закреплено социальных гарантий и тех вопросов, которые сегодня, в общем-то, защищают интересы нашего жителей нашей страны. Также глава страны говорил о том, что у нас с вами достаточно серьезные и новые формы были внедрены, особенно по таким серьезным вопросам, проблемным и резонансным. Ну, для примера могу привести это вопрос, связанный с проведением больших парламентских слушаний, то есть Государственная Дума вводила новые формы работы. Вот парламентские слушания, общественные обсуждения. И, конечно же, президент остановился на предстоящих выборах в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре текущего года. И, в общем-то, президент призвал, чтобы мы провели выборы прозрачно, чтобы выборы были проведены открыто. И, конечно же, призвал нас к конструктивному диалогу и не давать жителям нашей страны невыполнимых обязательств. Ни для кого не секрет, что последние месяцы и вообще последние 1,5 года для всей страны прошли в тяжелых, непростых условиях. Это пандемия, но все равно Государственная Дума продолжала работать, законотворчество оно продолжалось. И давайте с вами, наверное, тоже подведем некоторые итоги, что удалось сделать за этот период. Хочу отметить, что это непростое завершение сессии. По сути, это завершение 5-летней работы депутатского корпуса. И, конечно, такие крупными мазками Вячеслав Викторович обозначил те основные моменты, что было сделано за 5-летний период. Серьезные были приняты законопроекты, которые касались и были оформлены, уже подписаны в виде законов. Это законы, которые касаются социальной сферы. Из общего числа
законов, которые были осмотрены и приняты, где-то 21,5% это законы, которые являются социально значимыми для населения страны. С 2016 года поступило 1 миллион обращений граждан в нашей страны. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие периоды. Растет запрос, диалог общества и власти, повышается эффективность работы депутатского корпуса. По поддержке семьи, материнства и детства приняли около 109 законов. Это достаточно серьезный тот объем. Это касается поддержки семьи, поддержки детства, материнства, материнский капитал. Эти вот законы были приняты. Если говорить о законах или направлениях, над чем я работала. Вообще для себя, вот когда придя в Государственную Думу, совершенно как бы другой достаточно уровень, я для себя четко определила, что должна выстроить очень конструктивное, очень эффективное взаимодействие с органами исполнительной власти, то есть с правительством республики, с законодательным собранием ИЛТУМЭН, с общественными организациями, формированиями, с муниципальными образованиями. Это вот то, что касается в рамках работы над законопроектами. Потому что человек не может генерировать один законы. И мы в рамках общего правового поля должны работать консолидированно и внятно. То, что касается, ведь запросы идут все-таки все равно с территории. Все те инициативы, которые были, они все проходили определенные процедуры. Мы их обсуждали с министерствами, ведомствами. Ну, для примера вот скажу, да, пандемия коронавирусной инфекции, она все-таки потребовала от нас более оперативного принятия решения и вообще изменения формата работы. И один из законов, приведу как пример, это законопроект, который касался, он сейчас уже закон, это именно работа в удаленных условиях. Мы достаточно серьезно, конструктивно обсуждали с нашими министерствами, ведомствами, с приглашением профсоюзных организаций и выработали определенные предложения республики с учетом наших особенностей в виде предложений и поправок к законопроекту. При рассмотрении законопроекта, уже принятии закона, те особенности, которые касаются территории республики, они были услышаны, были учтены. Это вот таким образом примерно мы прорабатывали вопросы. Второе направление, которое важное, и, в общем-то, это полномочия депутата, это выстроить конструктивную работу и прямую связь с населением, жителями республики, то есть со своими избирателями. Я тоже считаю, что здесь у меня получилось, что я смогла это сделать, но не в полном объеме, и не все вопросы, которые жители нашей республики ставят, они решались, но, однако, я считаю, что, в общем-то, мы смогли выстроить эти отношения. По итогу, допустим, 2021 года мы смогли сохранить, первое, тот объем участия в федеральных программах, в национальных проектах. Мы смогли участвовать в проектах, которые сегодня реализуются, и на программах, которые, в принципе, подготовлены на уровне федеральных министерств и ведомств. И, в принципе, считаю, что вот те объемы, которые касаются, и это все равно развитие республики, это касается модернизации дорог, это касается модернизации объектов здравоохранения, это касается тех же строительства аэропорта, которые сейчас у нас строятся, это касается вопросов, связанных с помощью по лекарствам, которые, собственно говоря, это касается санавиации. И общий объем финансирования по 2021 году у нас где-то получается в объеме 87 миллиардов. Это 2021 год, и я считаю, что это результат. Это результат работы правительства, главы республики, в первую очередь правительства республики, и работа совместно консолидированная с депутатским корпусом, с депутатами Федерального собрания Российской Федерации. Из 87
26 миллиардов – это аварийное жилье, это модернизация первичного звена здравоохранения, это национальные проекты, это федеральная антидисcriminaционная программа. Мы же все время говорим о повышении качества жизни населения, да, жителей. Но, в принципе, мы должны все-таки перейти больше, наверное, к делу, к реальному. Вот то, что сегодня говорит нам население. Вопросы ипотеки, да, вот было принято решение по дальневосточной ипотеке. Не все там получается, но, наверное, все-таки востребованность она есть. Может быть, где-то есть какие-то такие вопросы, которые надо решать. Принята новая программа по развитию сельских территорий. Внутри программы также есть сельская ипотека, которую тоже нужно чисто проводить решать организационные вопросы для того, чтобы люди могли этим воспользоваться. Изменения вот для Дальнего Востока серьезно было обращено внимание президента и правительства, что мы часто испытываем, особенно в труднодоступных, отдаленных районах, недостаток кадров в образовании, да, учителей, в здравоохранении. Принято было решение по увеличению размера выплат для того, чтобы привлечь кадры на Дальний Восток по учителям и врачам до 2 миллионов. То есть 2 миллиона, не до 2, а 2 миллиона. При этом было принято решение 2 миллиона земский доктор, 2 миллиона земский учитель. При этом эти суммы должны быть, по поручению президента, должны были быть выплачены в абсолютной цифре без снятия налога на доход физических лиц. То есть человек должен получить, учитель, а врач должен получить 2 миллиона без учета этого. На нескольких моментах хочу еще остановиться с точки зрения того, что это было для наших жителей актуально. Это закон о любительском рыболовстве, мы об этом уже говорили. Он лежал все в недрах, и его никак не могли вынести на белый свет, и по нему, конечно, очень много было проблем. Вопрос касается Почты России. Мы несколько раз, республика ставила этот вопрос очень остро. Для наших территорий работа Почты России очень важна. На сегодня она не является, конечно, идеальной, но однако то, что почтовые отделения без согласования с субъектом закрываться не могут, это важное решение, которое по инициативе, в общем-то, республики было принято. Достаточно долго прорабатывался, обсуждался, наверное, вопрос, хотя принималось решение очень оперативно. Это касается бесплатного питания школьников младших классов. Здесь, конечно, тоже требуется определенное серьезное решение и контроль на региональном уровне, на муниципальном. Мы речь ведем о горячем питании, и при этом речь ведем о качественном питании для наших младших школьников. Хочется узнать, что все-таки не удалось довести до конца и над чем вы сейчас работаете. Конечно, я думаю, что мой избиратель, жители оценят сами, что у меня не получилось. Считаю, у меня не получилось то, что я не смогла все-таки очень оперативно проработать вопрос, касающийся северного завоза. Я здесь речь веду о том, что каждый житель труднодоступных, отдаленных, северных территорий должен иметь определенный ассортимент того продукта, продовольствия, который ему необходим, и цена этого продукта должна быть адекватной, хотя бы брать ее в среднем по России, чтобы мы смогли обеспечивать жителей наших территорий, и на полках у нас лежало то продовольствие, тот необходимый товар, который необходим в повседневной жизни. Президент Российской Федерации в своем послании очень четко, очень внятно сказал бизнесу о том, что бизнес должен восстанавливать экологию. Мы внесли законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон о недрах, связанных с обязательностью включения в лицензию, заключения соглашений
о социально-экономическом заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о социально-экономическом развитии территории. Недопользователь должен взять на себя определенные обязательства с точки зрения показав населению, жителям той территории, на которую он пришел, что он адекватен с точки зрения социальной ответственности бизнеса. Мы не говорим о каких-то поборах. У нас сегодня есть налоговое законодательство, недопользователь в соответствии с налоговым законодательством платит все налоги. Мы говорим немного о другом. Мы говорим именно о взаимодействии недопользователями с местными властями для того, чтобы население внятно видело, что недопользователь пришел, и он сегодня работает на территории и точно так же относится к этой территории с точки зрения экологических вопросов, с точки зрения охраны окружающей среды, с точки зрения приема, привлечения местных кадров, с точки зрения, когда начинаем говорить о привлечении местных кадров, тут же возникает вопрос. Нам нужны штучные там специалисты. Тогда мы говорим, с точки зрения заключения соглашений с соответствующими вузами страны, для того, чтобы подготовить специалистов из жителей той территории, на которой работает сегодня недопользователь. С точки зрения взаимодействия по обслуживанию здравоохранения, образования, с точки зрения вообще подходов и взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Эта практика, она есть. Мы только хотели, чтобы это все было формализовано. Пока это существует только в виде законопроекта. Есть еще два момента, о которых я должна сказать, и пока не до конца, даже три момента, которые не смогла еще завершить, но я надеюсь, что я в самое ближайшее время все равно до конца доведу эту работу. Это касается внесения изменений в постановление правительства Российской Федерации о снятии ограничений по предоставлению различных документов для того, чтобы наши пенсионеры, не работающие, могли 1 раз в 2 года спокойно поехать на отдых. И не предоставлять всякие справки, документы, выписки, какие-то вещи. Есть право по закону, что человек имеет право 1 раз в 2 года, имеется в виду пенсионер наш, поехать на отдых, значит, это право нужно реализовать, а не просить у него дополнительные документы. Президент об этом тоже говорил. Вопрос связан с жилищными сертификатами. Понятно, что тема и вообще позиция и политика наша закрепление населения на Дальнем Востоке. Но, однако, мы говорим о следующем. У нас есть в этой группе по получению сертификатов жители, которые сегодня являются или инвалидами, или пенсионерами, либо пенсионерами. И вот именно вот по ним мы сейчас настойчиво отрабатываем с группой. У нас создана группа северных депутатов. Варианты предлагаются разные, вплоть до ипотеки. Механизм ипотеки предлагает Минфин для работающих, которые стоят в очереди. Вопрос касается пенсионеров, инвалидов. Мы ранжировали всю очередь. У нас все есть данные, очень хорошая аналитика. И на основании этой аналитики сейчас прорабатывают, и нам федеральное министерство все-таки будут предлагать какие-то механизмы решения ошибки этой проблемы. Она требует решения. И это вопрос касается аварийного жилья. Поправка в жилищный кодекс, статью 32, она касается следующего момента. Квартира, приобретенная в многоквартирном аварийном доме, если она приобретена до такого-то периода, там, до 1 января, до декабря 2020 года, человек, который приобрел эту квартиру, он не может рассчитывать на адекватную помощь государства. Но, однако, мы поизучали эту тему, и так как закон не имеет именно прямого такого запрета, это может распространяться на правоотношения после 2020 года, декабря, а до того, если ты это приобрел, это жилье твое является единственным, которое ты приобрел, мы такую поправку внесли. То есть мы с группой депутатов внесли поправку о том, что если вы приобрели квартиру до декабря 2020 года,
Если это квартира в многоквартирном аварийном доме, и она у вас единственная, то вы имеете право на поддержку государства. Но пока вот это моя поправка, этот законопроект находится в правительстве Российской Федерации, я над ним работаю, и вот в ближайшее время планирую все-таки встретиться с департаментом правительства Российской Федерации и как-то с ними предметно обсудить, почему пока нет никаких мнений, заключений на этот законопроект. Вы уже сейчас упомянули о региональной неделе, и из-за пандемии, конечно же, есть ограничения. Как вы работаете в этот период со своими избирателями? Практически, если говорить о начале моей депутатской деятельности, выполнения моих депутатских полномочий, конечно, все выстраивалось очень даже как бы позитивно. Я смогла каждую региональную неделю в соответствии с тем графиком, я могла выехать обязательно в район и встретиться с жителями того или иного поселка. Конечно, эти ограничения в какой-то степени, вот пандемия коронавирусной инфекции, она немного ввела свои ограничения, потому что одно дело, когда вы общаетесь впрямую с человеком, а другое дело, что сейчас я формат общения с жителями республики поменяла. Но, однако, это с точки зрения по отношению к жителям ничего не поменялось, потому что я провожу ВКС, мы проводим по тематике, например. Вот Амгинский УЗ мы проводили по модернизации здравоохранения, первичного здравоохранения, вопросы, которые связаны вообще с качеством, с доступностью здравоохранения. В Алданском районе мы также провели ряд встреч, которые связаны с застройкой молодежный квартал, подвод коммуникаций, тоже аварийное жилье. Я провожу прием граждан и не нарушаю это правило и порядок, провожу прием граждан по телефону. Наверное, как результат, можно сказать, вот за весь период времени ко мне поступило 3186 обращений. Это я не беру во внимание устные, это то, что поступило письменно. И я проводила приемы граждан, 50, где-то за 50 приемов, и 1026 вот так вот где-то человек, которые я приняла. Галина Иннокентьевна, сегодня очень много говорят люди о том, что Государственная Дума собирается отменить северный коэффициент и надбавки. Насколько это правдивая информация? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, в Государственной Думе никаких таких инициатив и законопроектов нет. Вот в Государственной Думе. А выросло это оттуда. И в 2019 году такой проект постановления он появился, но он касается не коэффициента и надбавок. Этот проект постановления касается перечня территорий, которые относятся к территориям Крайнего Севера и приравненных к ней местностях. Речь об этом идет. Речь идет об этом постановлении, проекте постановления 2019 года, который сейчас находится в недрах Минэкономразвития России. Это перечень территорий, которые относятся к районам Крайнего Севера. Понятно беспокойство моих некоторых коллег, и я понимаю, откуда это появилось. Это появилось с информацией, по-моему, прокомментировал эту ситуацию депутат местного собрания законодательного Магадана. Мне кажется, вот оттуда это появилось. И понятно его беспокойство, потому что сам перечень, который сейчас, проект постановления и данный перечень, который уже, собственно говоря, вот в этом проекте есть, если для нашей территории, для нашей республики брать, он не изменен. Там вся республика относится, прям так и написано, Республика Саха-Якутия, вся республика Крайний Север. Вот в этом проекте постановления 2019 года. Понятно беспокойство, наверное, вот
магаданского депутата. Он говорит о том, что а вот из этого что-то последует или не последует. Если перечень, вот сейчас проект постановления подготовили, там будет, может быть, расширен, уменьшен этот перечень, естественно, это может отразиться на, именно на районных коэффициентах и надбавках. Но на сегодня нет этого, в общем-то, беспокойства. Еще раз повторюсь, в Государственной Думе никаких законодательных инициатив, касающихся изменения коэффициента и надбавок, нет. Я направила обращение в Минэкономику России, да, о том, чтобы мне пояснили, на какой стадии находится проработка данного постановления, что предполагается и каким образом, в принципе, они будут его согласовывать. То есть запрос этот ушел в Минэкономике. Галина Иннокентьевна, спасибо вам за беседу.